Любовь в каждом сердце. Третий год подряд в подмосковном Дзержинском проходит кинофестиваль мирового уровня. Здесь 27 августа, в день столетия российского кино, фестиваль стартовал. Здесь проходили кинопоказы и концерты актеров театра и кино. Звучала лучшая музыка из наших любимых фильмов, тех, что из детства. И здесь же 3 сентября вновь пронеслись кареты, запряженные белыми лошадьми, и по красной дорожке вновь прошли звезды театра и кино, продюсеры, режиссеры, композиторы, участники 3-го международного кинофестиваля «Любовь в каждом сердце». Сегодня у нас большое количество звезд. Это говорит о том, что фестиваль наш, кинофестиваль, становится популярным. Очень приятно, что сегодня приехала Зинаида Михайловна Кириенко. Это вообще просто вот уникально. Это такая жемчужина. Илон Санна. Очень много молодых актеров, режиссеров в Северной Осетии. Много было интересных показов, очень много было интересных встреч. Для города это важно, потому что люди любят свой город Дзержинский. И самое главное, это такое событийное мероприятие, которое на сегодняшний день объединяет очень многих людей. Люди приходят с удовольствием, смотрят фильмы, кинопоказы, встречи. Поэтому любовь в каждом сердце. Я очень рада, что живет город. Я очень рада, что у кого-то хватает сил на то, чтобы это не похоронить, а развивать эту добрую традицию, потому что в Дзержинском вот уже 3-й раз это, и я понимаю прекрасно, сколько на это надо потратить себя, да, сколь изобретательным надо быть, чтобы во времена там маленьких бюджетов все-таки развивать фестиваль. В программу фестиваля вошли 7 направлений – полнометражные, короткометражные, музыкальные и документальные фильмы, телеочерки, видеоклипы и фильмы-концерты. Из 300 присланных работ в финал прошли 60. Это участники из Магадана, Иркутска, Санкт-Петербурга, Краснодара, Коврова, Башкортостана, Новосибирска, Владикавказа, Москвы и Подмосковья. Кроме отечественных картин, в программе фестиваля были представлены киноработы из Эстонии, Украины, Казахстана, Грузии, Германии, Латвии и Южной Осетии. Самая далекая точка на карте – Республика Саха, Якутия. Чтобы попасть на кинофестиваль в Дзержинском, режиссеру Сергею Шургину пришлось преодолеть почти 5000 километров, но оно того стоило, заявляет участник и один из лауреатов международного кинофестиваля. Вообще об этом фестивале я совершенно случайно узнал, потому что, сами понимаете, где город Дзержинский, а где Республика Саха-Якутия, очень далеко. Вот, вы знаете, очень большая сила соцсетей. Интернет сейчас рулит, потому что мне в мае месяце еще написали о том, что существует такой фестиваль. Я правда действительно не знал об этом. Я охотно, конечно, согласился и направил свою заявку. Очень долго ждал, когда комиссия утвердит, примет ли, не примет. Но, вы знаете, когда пришел ответ о том, что мою работу приняли, наша группа съемочная была очень счастлива. 25 номинаций, призы лучшим актерам, сценаристам, режиссерам полнометражных фильмов, а также короткого метра. Жюри отметило лучшее документальное кино и видеоклипы. В этом году в конкурсной программе появилась новая номинация «Телеочерки». Ее лауреатами стали журналисты телевидения «Угреша» Андрей Ясаков и Галина Филатова. Лучшим режиссером была признана Мария Сопова. Ее фильм «Новенький» получил еще одну награду фестиваля – лучшая актриса. Лучший сценарий – фильм «Крик тишины» режиссера Владимира Потапова. Эта лента об одной из самых трагических страниц истории Великой Отечественной войны, блокаде Ленинграда, собрала целую россыпь наград на кинофестивалях всероссийских и международных. Не оставила картина равнодушным и дзержинского зрителя. Ну а приз зрительских симпатий разделили 2 киноработы. Это художественный фильм «Меня это не касается» режиссера Александра Новопашина и телеочерк «Береги» режиссера Зарины Тибиевой. Первый раз я на кинофестивале, но, надеюсь, не последний. Город очень хороший, а Дзержинск вообще как домашний. И жители здесь настолько добродушны, настолько добросердечны, вы знаете, как будто бы я дома. Очень хорошо было. Вы знаете, фестивалю рознь. Каждый фестиваль, наверное, какую-то свою специфику носит. Вот именно фестиваль в городе Дзержинске «Любовь в каждом сердце». Обратите внимание, вот название, все говорит за себя. Он объединил людей, в сердцах которых любовь, позитив и любовь к искусству, именно киноискусству.
Это первый наш дебют, потому что мы в кинофестивалях не участвовали. Мы работаем обе на телевидении, Злата Тебеева и я. А сегодня вот хотелось с особым трепетом вот это подчеркнуть. Участие в кинофестивале дает мощный стимул для того, чтобы дальше работать и представлять уже лучшие работы. Союз деятелей музыки, кино и телевидения вручил специальные призы. Член жюри фестиваля, неподражаемая Наталья Хорохорина, получила награду за высокое служение искусству. Гость фестиваля, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, был отмечен специальным призом за выдающийся вклад в развитие российского киноискусства. А еще одной почетной гостьей кинофестиваля – легендарной актрисе, народной артистке РСФСР, лауреату Государственной премии СССР Зинаиде Кириенко был вручен приз за неоценимый вклад в отечественное киноискусство. Мне кажется, что фестивали должны смотреть, как бы сказать, как преподнести людям радость, вот как возбудить в человеке надежду, веру, понимаете, любовь, чтобы ему еще хотелось пойти на другой фестиваль или на этот же и посмотреть, а что же там еще будет, что так меня задело, так меня зацепило, так меня обрадовало, что не все потеряно, наоборот, еще впереди целая жизнь, интересная, наполненная событиями, добром, добра. Надо много, я считаю, на фестивальных программах. А еще любовь в каждом сердце – это встречи с любимыми артистами, которые познакомились с Дзержинским 3 года назад и прикипели душой к этому гостеприимному подмосковному городу. Я настолько благодарна этому городу за память, за культуру, которую в городе живет. И я считаю, что вот все разговоры, которые у нас были, возникали именно в этом городе, все не пустые, все очень наполненные. Поэтому я считаю, что вот эта любовь, наше взаимопроникновение и помощь друг другу, и взаимовоспитание, я бы сказала даже, получается. И дай Бог, чтобы и дальше так же. В этом году в организации кинофестиваля приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Они были волонтерами. Киноработы с их участием стали частью конкурсной программы, а инклюзивные номера поразили зрителей и участников церемонии закрытия кинофестиваля. Любой обманчив звук, страшнее тишина, когда в самый разгар веселья падает из рук бокал вина и черный кабинет, и ждет в стволе патрон. Так тихо, что я слышу, как идет на глубине вагон метро. Музыка и танцы, водевиль и драма – и все это на одной сцене. Ну а в финале церемонии закрытия 3-го международного кинофестиваля «Любовь в каждом сердце» еще одно признание в любви. Президент первого и пока единственного в Московской области международного кинофестиваля Сергей Переверзев посвятил песню родному Подмосковью, региону, которому в этом году исполняется 90 лет. Подмосковье, мое Подмосковье, дорогие